Сегодня мы отправимся на прогулку по лесу и узнаем, как изменение климата влияет на лесные экосистемы. Итак, что же такое лес? Это не просто много деревьев, это суперорганизм, слаженная экосистема взаимосвязи условий и живых организмов. Биологи считают леса одними из самых умных природных систем. Деревья обмениваются питательными веществами и переписываются друг с другом через грибные мессенджеры под землей. Эта живая экосистема умеет самообновляться, бороться с изменениями, поддерживать свое динамическое равновесие и при этом давать человеку ресурсы. Но не со всеми изменениями лес может справиться. Знаете, что леса ведь очень разные. В густой тайге можно легко заблудиться и замерзнуть. В тропических джунглях жара и подстерегающие на каждом шагу опасности в виде змей, пауков и других животных и растений. А пойменные леса – это всего лишь тонкие полоски на карте. А вот необычные саксовые леса в пустынной зоне Евразии удерживают движущие пески, словно стражи, защищающие жизнь от наступления песчаного океана. Но для каждого народа лес – это зеркало культуры. В Бразилии – это сильва Амазонии, дикая, величественная. Живой океан зелени, от которого во многом зависит климат на всей планете. В Японии лес – это место, где живут духи. Туда не ходят с топором. Его не разрушают, его слушают. А что такое лес для вас? Место прогулки, ресурс, угроза или что-то большее? Как же лес связан с климатом? И почему изменение климата не безразличны лесу? А главный вопрос – почему человеку это важно? Основной источник изменения климата – это увеличение в атмосфере парниковых газов. Океан – 2/3 планеты, леса всего лишь треть суши, но они поглощают почти столько же СО2, сколько и океан. Не все леса одинаково поглощают углекислый газ. Например, таежный лес хранит больше углерода, так как процесс разложения древесины происходит медленнее, чем, например, в тропиках. Как же климат меняет лес? В северной части Евразии леса наступают на тундру, а это углеродный склад планеты в многолетней мерзлоте. Верхний слой мерзлоты протаивает, и этот углерод выходит в атмосферу. Параллельно гибнут уникальные виды, то есть вроде бы прибавляем лес, но теряем экосистему тундры, которая тысячи лет помогала охлаждать планету. Похожие процессы происходят в Канаде и на Аляске. А вот в тропиках Африки и Южной Америки обратная картина. Леса отступают, леса Амазонии сохнут и горят, а саванны и пустыни расширяются, вытесняя их. А в горах лес карабкается вверх. Потепление гонит его все выше. За 100 лет граница поднялась на 100-300 метров. Но выше бедные почвы, меньше воды, короткое лето. Дальше некуда. Это не победное восхождение, а проигрышное отступление ради выживания. Во многих странах мира, расположенных в центре материка, таких как, например, Центральная Азия, климат становится все более засушливым. Усиливается эрозия почв, идет процесс опустынивания и деградации земель. Меньше воды, больше высохших деревьев. Леса редеют и исчезают, а число засушливых регионов уже выросло вдвое. Результат – нехватка питьевой воды и продуктов питания для человека. Количество крупных пожаров выросло на 80% за 40 лет из-за жары и засух. Участились бури и ветровалы. Зимы стали мягче, вредители выживают. Популяция вредителей выросла в 6 раз. Появляются условия для распространения чужеродных видов. Лес теряет свои позиции не только из-за климата. Часто главный разрушитель – человек. Вырубка под сельское хозяйство и плантации, пожары, инфраструктура и промышленность, заготовка древесины и нелегальные рубки. Но не все безнадежно при грамотном и научном подходе. Индия ежегодно высаживает более миллиарда деревьев. В Канаде и Австралии высаживается до 40 тысяч деревьев в день. В Казахстане и Узбекистане идет проект «Зеленый пояс Приоралья». В Японии выращивают супердеревья,
растущий в 3 раза быстрее. НАСА запускает спутники, чтобы отслеживать деградацию лесов и прогнозировать пожары. Однако, внимание, посадкой деревьев можно навредить. Вот примеры. Быстрорастущие породы вместо естественных лесных, высадка плантаций вместо лесов, чужеродные виды, места, непригодные для посадки, нарушение других экосистем, степей, болот, посадка без ухода. Посадка деревьев не гонка и не отчет. Это живой процесс, где важно не количество, а знание, место и уважение. Сажать деревья важно, но сохранять существующие леса в десятки раз эффективнее. Молодое дерево десятилетиями набирает силу, а взрослый лес уже сегодня поглощает углекислый газ. Каждый срубленный гектар невозможно вернуть за год. Настоящий лес растет веками. Как вы можете помочь лесу уже сегодня? Начните с привычек. Не печатайте то, что можно сохранить на телефоне. Сдавайте макулатуру. Не мусорите. Посадите дерево. И самое главное, не губите тот лес, который уже есть.